До наступления Рамадана осталось всего ничего. Этот священный месяц поста несет в себе бесчисленные блага от Господа, и каждый верующий с трепетом ожидает его наступления, обращаясь с мольбой ко Всевышнему, чтобы даровал ему возможность встретить Рамадан и провести его достойно. Посланник Божий, алейхиссаляту вассалям, учил сподвижников читать следующее дуа перед наступлением благословенного месяца Рамадан. Аллахумма саллимни ли Рамадана, ва саллим Рамадана ли, ва саллимху ли мутакаббаля. Смысл. О Аллах, сохрани меня для Рамадана, сохрани для меня Рамадан и прими его от меня. Хадис привел имам ат-Табарани. Разъяснение этого дуа. «Сохрани меня для Рамадана» означает: «О Аллах, позволь мне остаться здоровым и в состоянии, чтобы я мог извлечь пользу из Рамадана». Это также означает, что, когда Рамадан наступает, я прошу, чтобы меня не застали плохие условия, которые могут помешать соблюдать пост, совершать богослужения и так далее. «Сохрани для меня Рамадан» означает: в дополнение к этому, о Всевышний, дай мне способность, тауфик, получить максимальную пользу от этого знаменательного случая. Много людей способны получить награду за этот месяц, но у них не получается извлечь из него пользу. Этих людей действительно жаль. Да убережет нас Господь. «И прими его от меня» означает: «О Аллах, и после того, как ты обещал мне награду за служение в этот месяц, не позволяй пройти всему ему впустую, не принимая моих дел». Каков статус этого хадиса? Цепочка передатчиков у этого хадиса слабая. Тем не менее, он подкрепляется практикой праведных предшественников с небольшими разночтениями формулировки. И поэтому данному хадису можно следовать. Приведем примеры из практики саляфов. Первое. Имам ат-Табарани передает, что знаменитый табиин Макхуль, да смилуется над ним Господь, читал это дуа в начале Рамадана. Второе. Также имам ат-Табарани передает от Абдуль-Азиза ибн Аби Рауада, что мусульмане читали подобное дуа при наступлении Рамадана. Третье. Имам Мухаммад ибн Насар аль-Марвази записал в Киямуль-Лайль, что сподвижники и табиины, как правило, читали это дуа, когда наступал Рамадан. Четвертое. Хафиз ибн Раджаб передает от достойного доверия табиина Яхья ибн Аби Касир, да смилуется над ним Господь, сказал: в обычае сподвижников и табиинов было читать это дуа. Возможно, именно в свете этих подтверждающих передач имам ас-Суюти, да смилуется над ним Господь, счел этот хадис хадисом хасан, то есть точно достоверным. Смотрите Канзуль Уммаль, том 8, страница 584.